В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Якутии на сегодняшний день закрыты почти все основные ледовые переправы и автозимники. Это касается как маршрутов федерального уровня, так и регионального значения. Легендарный студенческий стройотряд Туймада возродят. Союз строителей республики проведет профориентационную работу среди школьников и молодежи. Уже 23 апреля якутских любителей бокса ждет праздник спорта турнир «Битва за контракт». Сегодня его участники провели открытые тренировки. В Якутии на сегодняшний день закрыты почти все основные ледовые переправы и автозимники. Это касается как маршрутов федерального уровня, таких как Колыма и Вилюй, так и регионального значения. Кроме того, завершается эксплуатация ледовых переправ в арктических районах. На данный момент действует только 5 автозимников в Оленёкском, Верхоянском, Алайховском, Усьянском районах, а также участок между Булунским и Усьянскими районами. По состоянию на 10 часов утра 21 апреля все автозимники и ледовые переправы закрыты. Кроме 5 участков, это от села Оленёк до поселка Юрюнхая, от Верхоянска до Сакрыра и от села Оленегорск до поселка Чукурдах и отдельный участок Усть-Куйга, Казачьи Кресты. С сегодняшнего дня закрывается участок поселок Тикси, граница Усьянского района. В эти дни в Амгинском районе проводится комплекс мероприятий в целях предупреждения происшествий на водных объектах, проверки мест массового выхода на лед, выявления и перекрытия возможных выездов. С 20 апреля ледовая переправа республиканского значения Амга-Усьмая закрыта. В целях безопасности на ледовых переправах сотрудники ГИМС, ГИБДД, инспекция экологии проводят профилактическое патрулирование. Из-за сильного потепления идет интенсивная оттайка снежного покрова, меняется, ослабляется структура льда. Поэтому настоятельно просим водителей, пешеходов воздержаться от выездов на водные объекты. Не обязательно это река, это может быть озеро, речка. Как и каждый год, оперативный штаб администрации Вилюйска возобновил откачку талых вод с улиц города в усиленном режиме. Весенняя распутица традиционно создает сложности для передвижения по городу. Однако в этом году городской актив приступил к решению проблемы оперативно и организованно. К работам по борьбе с весенним половодьем привлечены не только профильные специалисты. В ежедневном режиме на откачке воды задействованы сотрудники администрации города, депутаты городского совета, а также работники подведомственных организаций. Такой широкий круг участников позволяет охватить наиболее проблемные участки уличной дорожной сети и не допустить подтопления жилых и социальных объектов. В связи с началом весеннего сезона, с выходом талых вод, оперативный штаб при администрации города Вилюйска начал свою работу. Сейчас ежедневно работники администрации, работники муниципального унитарного предприятия Вилюй, также муниципального автономного учреждения ЦОП, ежедневно вместе с депутатами городского поселения город Вилюйска выходят на откачку талых вод мотопомпами. У нас в администрации сейчас имеется 8 единиц мотопомп. Также мы планируем на этой неделе провести большое собрание по возобновлению работ по откачке талых вод вместе с коммунальными службами. Арктический завоз в Якутии выходит на финишную прямую. Перевозка грузов в Авено-Бытантайский и Момский районы практически завершена. В Среднеколымском до конца текущей недели перевозчики планируют выполнить последние рейсы. На сегодняшний день до пунктов назначения по всей республике уже доставлено более 497 тысяч тонн жизненно важных грузов. Особое внимание при этом уделено логистике на линии. Сейчас на линии задействовано 143 единицы автотехники. Параллельно с завершением зимних перевозок в регионе началась и масштабная подготовка к летней навигации. Специалисты уже приводят в готовность речной флот и формируют плавсостав.
В Нюрбе по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» началось строительство многоквартирного дома по улице Кузакова. Строительные работы стартовали 17 марта. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Сахабилд». Рядом с этой новостройкой стоит ровно такой же дом. Введенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья застройщиком является та же строительная компания. Дом пятиэтажный. Единственное отличие от ранее введенного – 4 подъезда. Общая площадь 5300 квадратных метров. Этого месяца должны приехать кладчики, одна бригада, и начнут работать в первом этаже. Основные материалы все здесь находятся. Окна здесь, фасадные материалы тоже, трубы и так далее. И все здесь находится. Поэтому все материалы есть. Мы должны его закончить, эта коробка здания, в июле месяце, где-то в конце, скорее всего. А потом уже и кровельные материалы тоже приехали здесь. И должны сдать этот объект в 4-м квартале этого года. В этом году в Якутии возродят студенческий строительный отряд «Туймада». Члены Союза строителей республики планируют проводить профориентационную работу среди школьников и молодежи и открыть центр повышения квалификации для инженеров. Об этом рассказал гендиректор Союза Василий Данилов. Кроме того, Союз строителей совместно с Национальным объединением строителей России откроет новый центр повышения квалификации для инженеров среднего звена. Сегодня, к слову, в Союзе состоят 543 строительные организации республики. Это крупные компании, застройщики, линейные предприятия и другие. 125-летний юбилей в этом году отмечают в Урусунском наследии. Праздничный концерт устроили в доме Лонхо. Талантливые жители приготовили выставку рукодельных изделий из разного материала. Это мех, кожа, бисер, национальная одежда и множество других вариантов демонстрировали мастерство и красоту. На сцене каждый номер показывал единство жителей, каждый коллектив с гордостью представлял свой наследие. Зрители насладились живой музыкой, яркими танцами, прекрасными голосами, восхваляющими в песнях родные края. Заключительным номером стал хор, состоящий из 125 человек в честь юбилейной даты. Сегодня праздничный концерт Урусунского наследия. Мы будем танцевать коллективом. Нас 10, мы пришли с техникумом. Танцевальные номера будут у нас еще хор и театральный. Сегодня очень важный день для Урусунского наследия. Целых 125 лет. С 26 по 30 мая состоится второй всероссийский агродиктант. Мероприятие проведут в рамках проекта «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза страны. Принять участие могут все желающие, вне зависимости от возраста, профессии и места жительства. Организаторы сохранили 4 категории участников, адаптированные задания, онлайн и офлайн форматы, а также электронные сертификаты для каждого участника и дипломы для победителей. Цель проекта – повысить аграрную грамотность населения, популяризировать сельскохозяйственные профессии и привлечь молодежь в агропромышленный комплекс. Фестиваль балета «Стерх» в самом разгаре. Якутская труппа во главе с приглашенными солистами готовит к показу «Лебединое озеро». Ведущие партии исполнили артисты Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Анфиса Ощепкова и Денис Дмитриев. Произведение великого русского композитора Петра Чайковского стало символом в любви и самоотверженности, победе добра над злом. Балет поставлен в оригинальной хореографии Григоровича, которому, к слову, и посвящен 12-й Всероссийский фестиваль «Стерх». Впервые исполняю партию Зигфрида именно в постановке Григоровича. И для каждого артиста это своего рода вызов и большой интерес исполнить эту партию, потому что она насыщена мужским танцем, прыжками, вращением, техникой. И, конечно же, он очень сильно отличается в плане хореографии от нашей редакции бурмистера.
В ТАСС дали пресс-конференцию, посвященную старту международного проекта «Театр Боатура» и показам одноименного документального фильма о Государственном театре оперы и балета имени Суруна Малона. Старейшему театру Дальнего Востока в этом году 90 лет. Ну а фильм расскажет о закулисье и покажет процесс создания 3 важнейших спектаклей «Нюргун Ботур», «Сияющий камень» и «Щелкунчик». Петербург присоединился к проекту. Так, 21 апреля в Музее обороны и блокады Ленинграда пройдет первый показ фильма. Такие же показы и творческие встречи пройдут и на площадках Дома национальностей, молодежного центра «Форпост» и Университете Санкт-Петербурга. Мы всегда вспоминаем, что именно из Петербурга, Ленинграда шли наши комплексные научные экспедиции, освоение Арктики. Здесь готовилась национальная интеллигенция, готовились кадры для здравоохранения, медицины, авиации, горного дела и вообще почти всех отраслей народного хозяйства. И поэтому, конечно, именно то, что в 2026 году в Якутии объявили год культуры, в Петербурге объявили год Санкт-Петербургской культуры, и все это в рамках Года единства народов России, конечно, дает нам очень большую поддержку и основу для взаимного сотрудничества и очень теплой и результативной работы. В Бердигистехе стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0» среди учеников старшей возрастной категории. В течение 4 дней юнормейцы испытают себя в 19 дисциплинах, как в командных, так и в личных. Команды примут участие в таких испытаниях, как военизированная полоса препятствий, основы радиационной, химической и биологической защиты, ну а нововведение – полевая тактическая медицина, где экспертами, к слову, станут участники СВО. Очень ценным и полезным в «Зорнице 2.0» является взаимодействие ребят с наставниками, инструкторами и участниками спецоперации. Военно-спортивная игра «Зорница», она вообще как бы развивает не только военные специальности, а в общем силу духа человека. То есть это командная работа, сплоченность, отзывчивость, ответственность за друга и товарища, ответственность за исполнение той цели и задачи, которая перед ними поставлена. Здесь ребята выходят из зоны комфорта, так называемой, да? 5 дней мы здесь с ребятами работаем, и они выполняют те задачи, которые мы перед ними ставим. 23 апреля якутских любителей бокса ждет праздник спорта, турнир «Битва за контракт». Сегодня его участники провели открытые тренировки. Первыми на ринг вышли дебютанты профессионального бокса, молодые спортсмены из Якутии Ренат Захаров и Леон Никифоров. В новом амплуа показал себя Аял Лазарев. Прославленный борец проведет первый боксерский поединок с представителем Москвы Игорем Зайцевым. Форму продемонстрировали и участники самого ожидаемого боя: 5-кратный чемпион Узбекистана Бургут Хаджибоев и якутянин Михаил Варламов. Вместе со зрителями подготовку атлетов оценил Альберт Батыргазиев. Олимпийский чемпион прибыл в Якутск в качестве почетного гостя турнира. Ребята в хорошей форме, видно, что готовились, тренировались. Я думаю, скоро они порадуют республику красивыми победами. Будем болеть, переживать, смотреть, самое главное, без травм. Я как друг и товарищ Василия Егорова приехал поболеть за Сахалар, как говорится, да. Вот. Буду болеть, переживать. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.